Рассмотрим ситуацию, когда у вас проходит труба, здесь вот 32 диаметр, например, полтинник, 60, неважно, и зажата с двух сторон, или стеной, или еще чем-то. И для того, чтобы впаять, к примеру, в середину вам тройник, вам нужно развести эти трубы, но нет возможности. Рассмотрим несколько способов, как выйти из этой ситуации. Первый вариант. Просверливаем отверстие нужного диаметра. Здесь 32 труба, к примеру, нам надо впаять 25 сосок. Берем 24 перку или коронку и высверливаем отверстие. Какие нюансы нужно учесть при этом способе? Что нужно знать при этом способе? Врезаться в трубу нужно диаметром не меньше 40 миллиметров. Чем толще, тем лучше. Желательно это делать в тройники, так что как здесь диаметр самый максимальный будет, и толщина, соответственно, стенки тоже максимальная. Диаметр перки должен быть на миллиметр меньше, чем диаметр насадки. Если вы работаете, просверливаете отверстие перкой, не досверливаете до конца, оставляйте небольшой толщины пластиночку, вырезайте ее ножом, вытаскиваете, вставляйте материю какую-то, кусочек, обрабатываете края ножом и вместе с мусором тряпку вынимаете, извлекаете. После чего проводите спайку, сварку и пользуйтесь на здоровье. Перку нужно использовать с торцевыми выемками, а не плоскую. В итоге у вас должно получиться вот такой впаянный сосок. Углублять нужно не сильно. Учитывайте то, что если вы сильно углубите, перекроете часть прохода. Получается, можно впаяться в любом месте, где технически это сделать при разрыве трубы невозможно. Просто и надежно. В следующем видео мы рассмотрим, какие способы есть еще для впайки тройников, если это невозможно сделать стандартным способом. Если вам было интересно, если у вас какие-то свои идеи, пишите, подписывайтесь, буду очень благодарен.